наступающие войска, применяя индивидуальные средства противохимической защиты, проходили по местности в этом районе без всяких последствий для здоровья личного состава. Надышоў 1954 год. Канец першага пасляваеннага дзесяцігоддзя. Пачатак хрушчоўскай адлігі. 27 чэрвеня гэтага ж 54 году пачала працаваць першая ў краіне амаль збудаванага сацыялізму атамная электрастанцыя. Мірны атам – модная тэма. І ў Амерыцы праводзяцца ядзерныя выпрабаванні, але не мірныя. 1 сакавіка ў ЗША на Маршалавых астравах адбылося выпрабаванне вадароднай бомбы. Яе моц у 500 разоў перавышала бомбу з Хірасімы. У СССР у дажджлівае надвор'е яшчэ абуваюць галёшы, і якая-небудзь бабулька, прабіраючыся па брудзе правінцыйнае мястэчка, бурчыць. Ды што ж гэта за надвор'е, господі? Усё праклятая бомба вінаватая, а бомба краіне патрэбная. Дагнаць і перагнаць Амерыку саветы пакуль могуць толькі ў гонцы ўзбраенняў. Если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будешь укать. Распрацоўванне атамнай бомбы скончылася. Пачалася халодная вайна. Вядомыя савецкія навукоўцы выдатна выканалі заданне партыі. Акадэмік Курчатаў даклаў, што новая зброя гатовая да выпрабаванняў. Запланаваныя вучэнні ухвалілі ЦК КПСС і асабіста таварыш Хрушчоў. Загад, пра які быў падпісаны Саветам міністраў СССР 29 верасня 1953 года, гучала так. Прарыў тактычна падрыхтаванай абароны праціўніка з выкарыстаннем атамнай зброі. Кіраўніцтва ўсімі стратэгічнымі планамі даручылі Георгію Жукаву. Паводле ягонага загаду з Берасця пад Оренбург адправіліся 2 дывізіі. Ну вот, я вижу своих боевых друзей. А вот живы они или нет, я сказать не могу. Спасибо вам, ребята. В начале мая меня вызвал начальник штаба полка и сказал, быть готовым к отбытию. Так? Вот. Взять на 4 дня еду. И вот через неделю нас, квартирьеров, так называемых, с дивизии, погрузили в вагон и поехали. Куда поехали, не знали, но поняли, что движемся на восток. И в это время как раз осваивались целинные земли. И нам сказали, чтобы ответить на целину. А потом некоторые говорят, о, целинники едут, целинники. Бьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная. Здравствуй, простор широкий, весну и молодость встречай свою. Учения, которые проводились, они были секретные. Мы не знали, куда мы едем. Уже после учений нас предупредили, сказав, вы не имеете права 25 лет ничего разглашать. И распишитесь. 43-й гвардейский полк месціўся пасля вайны на заходняй мяжы СССР пад Берасцем. 2 дывізіі, 12-я і 50-я, былі укамплектаваныя дасведчанымі афіцэрамі з франтавым гартам. У выпадку перарастання халоднага супрацьстаяння з захадам у адкрытыя ваенныя дзеянні берасцейскія гвардейцы маглі стаць баявым авангардам савецкага войска. Сем'і вайскоўцаў жылі тут, у паўднёвым гарадку. Мы прибыли на станцию Тоцкая. Там был заместитель командующего Южно-Уральского военного округа генерал-лейтенант, по-моему, Белов по фамилии. Сказали, что мы будем выполнять здесь ответственную государственную задачу. Долго мы не знали, что к чему и как. А потом просочилось, что, значит, мы будем участвовать, значит, в наступлении с применением, значит, ядерного оружия, атомной бомбы. Запомните эту местность. Через несколько секунд
над ней произойдет атомный взрыв. Утром нас собрал командир батальона и сказал, что вот такое дело, будем испытывать атомбомбу. Это дело такое не страшно, это будет далеко. А сам пошел к Новицкому, к врачу полка. Царство ему небесное, он недавно умер. И Панченко этот пришел и говорит: Григорьевич, ядрит твою палку. Ты знаешь, ты можешь Полину свою не увидеть. Он мне говорит так. Я говорю: как что? Ты представляешь, что это такое? Хотя мне говорят, но я тебе скажу, я это дело. Так и прошло вот такое вот шушуканье прошло. Тоцкі палігон знаходзіўся ў Арэнбургскай вобласці. Мясцовасць маляўнічая. Краявідам яна нагадвала паўднёвую Нямецчыну, з якой маршал Жукаў пазнаёміўся яшчэ ў 45-м, калі вёў савецкія войскі на Берлін. Сюды, на Тоцкі палігон, загадам галоўнакамандуючага, і перакінулі 2 гвардзейскія дывізіі з Берасця. Амаль на 5 месяцаў яны стануць удзельнікамі грандыёзнага навуковага эксперыменту. Дакладней, не удзельнікамі, хутчэй паддоследнымі, расходным матэрыялам. Каля 45 000 салдат і афіцэраў, прыбылых з Берасця, камандаванне падзяліла на сваіх і чужых. Свае атрымалі назоў усходнія, чужыя, зразумела, заходнія. Леў феактыстаў быў на баку усходніх. Александр Кумзін трапіў на заходні бок, увасабляў ворага. Ён служыў у палку паўднёва-уральскай военной округи. А у нас была первая позиция второй полосы обороны. Это от вас был километров минимум 15 от ваших исходных позиций. Ну, после, как отстреляли, сразу пехота, которая подавала снаряды, осталась. А вы пошли? А вы пошли. А вот как раз наступающие-то проходили, в стороне от Петровской шишки. Правильно. Петровская шишка — это было для высокопоставленного начальства и в том числе приглашенных представителей этих наших стран Варшавского договора. А в 15 километрах был сооружен наблюдательный пункт для руководства. Ну и вырыт бункер на 15 метров глубины. Так, кто рыл? Ну, по очереди солдаты наши выделяли мы. Пошел шум. Как так? Вы посмотрите, что мы там делаем. Там были атомщики. Даже был сам и Курчатов. И вы знаете, что собрали офицеров, и им просто рассказали, что вот это вот вредно, вредное явление в полном смысле слова. Этого мы не допустим, и никто не допустит. Там будем не только мы, там будет руководство, там будет все. Ну да, будет руководство, 15 метров там шутили внизу, вы понимаете? Вот такое было. Но во всяком случае, как-то мы успокоились. Блиндаж был у нас большой, закрытый. Это для руководства батальона. У солдат были на полный профиль, 120 сантиметров, вырыты окопы, траншеи и перекрыты. Главное было строительство позиций, вот по которым наносился удар ядерный, и вот они всеми видами боеприпасов били. Вот где было. Вот там оборудовалось по всем правилам науки и техники того времени. Ну, у меня был участок 200 на 300. Вот вы его должны были смешать. 67% разрушено было окопов, и 47% уничтожен целей. Все средства защиты химической у нас это было. Это нам ничего не давали. Вот, а у нас все это было. Тогда впервые в советской армии выдали нам накидки, вот эти офицерские, которые теперь уже никто не обращает внимания, да, первыми получили. И, как помню, сейчас фляжки, и мы их наполняли потом. Ну, а так все, контроль постоянный, начальство приезжало. Вот у нас был сын Василия Ивановича Чапаева приезжал, он у вас командиром бригады был, артиллерийской. Я с ним столкнулся на погрузке. А вот к нам он приезжал просто для бесед. Чапаев, вот мы были в позиции, а бригада Чапаев стояла сзади меня. Он тогда полковник еще был, генерал он потом стал. Сзади меня Чапаев стоял. У него заболели дистерией, он взял 3 палатки, по-моему, кажется, опутал колючей проволокой и лечил сам. Он никуда своих солдат не отправлял. А знаете, как их называли? Кто заводил пулеметчиками? Когда началось массовое заболевания, желудочно-кишечные заболевания, дизентерия. Мы почувствовали, у нас почти переболел батальон в полку. И причем начальник штаба пришел как-то ко мне и сказал предоставлять списки ему офицеров,
которые приходят с этой болезнью. Будем считать, что они уклоняются от выполнения боевой задачи. Симулянты, значит. Да, симулянты. И как просто после этого на второй день он сам пришел с этой же болезнью. На специальном аэродроме окончательно снаряженная атомная бомба подвозится к самолету-бомбардировщику Ту-4. Производится подвеска бомбы. Экипаж самолета-носителя готов к вылету. Самолет-носитель атомной бомбы вылетает на выполнение боевого задания. А перед взрывом, ну какой? Ну волнительный было. Нельзя сказать, что я как бесчувственный человек. Это впервые с использованием, ну, всей техники людей, главное, задействовано. Это Бог его знает. Это волнение очень большое было. А что будет, чего ожидать, никто не знал. Савецкім навукоўцам ніколі не былі чужымі лірычныя матывы. Магчыма, таму тоцкія выпрабаванні атрымалі рамантычны назоў «Снежок», а плутоневую бомбу, по аналогии с легендарной «Катюшей», назвали «Татьяною». Подается сигнал «Атомная тревога», который дублируется с наблюдательных пунктов командиров соединений, частей и подразделений. Молния! 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 Все войска в целях обеспечения безопасности во время атомного взрыва переходят в укрытие. Самолет-носитель атомной бомбы на высоте 8000 метров приближается к цели. Атомная бомба брошена. Полет бомбы продолжался свыше 40 секунд. Какое ощущение? Земля пошла к нам, а потом обратно. Значит, вот то такое, вот действительно земля, значит, двинулась. Ну, конечно, взрыв такой слышен был, такой взрыв такой какой-то такой раскатистый такой взрыв. Раз и раз. В 4 километрах, наверное, стояли от самого взрыва. Мы по радио получали эту команду лечь на днище танка. И все экипажи, значит, ложились на днище танка. Взрыв, и после этого нам дали команду всем открыть люки и посмотреть. Всем открыть люки и посмотреть. Это был приказ министра обороны. Взрыв! Он снят с высоты 8000 метров камерой, установленной на самолете-носителе. Ослепительная вспышка взрыва, несмотря на ясный солнечный день, наблюдалась на расстоянии свыше 100 километров. Взрыв произошел на заданной высоте 350 метров от поверхности Земли с отклонением от цели на 280 метров. Внимание! Идет ударная волна. Сначала он был огненный. Сначала огонь, нога его была огненная, а макушка, значит, такая уже, значит, не огненная, а дым. 40-кілатонная «Татьяна» была створана ў слынным закрытым горадзе Арзамас-16. Яе айцамі былі Игорь Курчатов и Кирилл Щелкин. Наверное, 2 полка у вас были в первом эшелоне, да? Да. Вот. Танковый рота — это 10 танков примерно. 16 в то время уже было. А, уже было. А Да. так вообще 10 танков. Вот в танковом батальоне около 30 танков тогда, когда я... А у меня в роте был остался. 21 танк. Ну вот, а так около 30. 5 танков командования дивизии. Так вот в полку и получалось тогда около 90 танков. Вот эта махина 90, да другая такая же махина, вот она шла вперед. А перед этим она долбила из всех предохранений. После ядерного взрыва
19 минут была артподготовка по плану. Так это естественно. Вот за 19 минут 16 танков, 672 снаряда. Раз они начали стрелять, то уже это облако ядерное, гриб поднялся вверх и уплыл там. Он на высоте, воздушный взрыв был. То есть они уже стреляли спокойно. Войскі размясцілі на адлегласці ад 4 до 11 кіламетраў ад эпіцэнтру выбуху. Апроч людзей у вучэннях было выкарыстана 600 танкаў і самаходнай артылерыі, на баявых пазіцыях усталявана 500 гарматаў і мінамётаў, 600 БМП, 320 самолетов и 6000 военных автомобилей. На загад Жукова все этапы ядерного выпробования сдымались на киностужку. И после того, как уже ножки не было этой, и осталась сама эта макушка, была дана команда вперед. Тогда только мы пошли вперед. И мы видели, как он шел с правой стороны медленно, 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 медленно. Мы в это время двигались. Ну вот у меня вот из 16 танков, 11 танков вылетели, фары вылетели. Хотя танки по башне стояли, только один ствол орудия был выше бруствера. Артподготовка была после взрыва 19 минут. Все стрелять с закрытых позиций, через голову своих войск. И если бы не было вот этого леса горелого, то мы бы пошли вперед. И нам дали, как я уже сказал, оперативную такую паузу, и лес этот надо было растаскивать. Кто растаскивал этот лес, тот первый получил поражение. Стояли мы там, не могли продвигаться вперед. 35, 45, 40 минут. Конечно, гриб этот шел, но ведь он же сыпал на нас тоже, сыпал на нас радиоактивной пылью. Я смотрю, танк стоит. Ну, я вышел, ну, трофеокистов сидит. Он был в танке непосредственной поддержки пехоты. Я говорю, ты не дремлешь? Он говорит, да ты что? Я говорю, солдатки твои выскочили с танка. Он говорит, они в противогазах. У 45-градусную спякоту солдаты просто не могли бегчы ў процивогазах и гумовых плашчах. Таму атака на умовнага ворага адбывалася у летнем обмундировании. Оказывается, после взрыва в эпицентр была выброшена команда из 46 заключенных, которые выставляли там флажки, где был отмечен уровень саморадиации. На различных участках. Да, это смертники, да. Потом эти люди были убраны, их судьба неизвестна, а тот, кто ими командовал, стал инвалидом. Николай Николаевич, это он с нами был все время. Я помню хорошо, как он к нам подошел и сказал, ребята, вот ветерок видите, нет, отряхайтесь, значит, все. Он дозиметрист, идите к дозиметристу. Он говорит, сколько? Он говорит, 4. 4. Что такое 4? Если у меня был карманный карандашик дозиметр, он зашкаливал. А у него цена была, по-моему, 15, если не ошибаюсь, а то и 20, не помню. Но сразу у нас забрали. Сразу забрали с Южноуральского военного округа эти химики, все забрали. Юрий Бандажевский, профессор, доктор медицинских наук, вядомый белорусский науковец, первый ректор Гомельского мединститута, автор исследований про наступство аварии на Чернобыльской АЭС. Ситуацию, которая произошла в Тоцке во время испытаний, учений военных в 1954 году, трудно комментировать. Потому что, как и все те события, которые происходили на территории Советского Союза, они содержат много секретности. Гриф секретности содержится и сейчас, я в этом совершенно уверен. Следует отметить, что эта бомба взорвалась не на самой поверхности Земли, а взорвалась на расстоянии 350 метров от Земли. И это достаточно высоко, чтобы продукты этого распада, этой бомбы распространились на значительную территорию. Удзельнік вучэнняў, адзін з аўтараў кнігі «Ядернае выпрабаванне ў СССР», генерал Зеленцоў займаўся ў 1954 годзе кіназдымкамі і усталяваннем выміральнай апаратуры. Паводле ягоных сведчанняў, войскі прашлі міма эпіцэнтру, дзе прыборы зарэгістравалі нібыта ўзровень радыяцыі не больш як 1 рэнтген за гадзіну.
Ён сцвярджае, што выбух у Тоцку не прывёў да людскіх стратаў. Пацярпелых няма. Если говорить о одном рентгене, то рентген, даже по заключению комитета по ионизирующему излучению при ООН, свидетельствует о том, что доза даже чуть-чуть меньшая вызывает удвоение уровня спонтанных мутаций в клетках, в соматических клетках человека, и в том числе и половых клетках. И она может вызывать далеко идущие последствия, если люди находились в эпицентре событий. Деревня, через которую мы шли, ее выселили, деревню эту. Всех полностью выселили. Им построили новые финские дома в другом районе. Всем построили. Вот так финские домики. А деревня-то она была сожжена. Мясцовым жыхарам выдалі па 300 рублёў. Гэта тыднёвы заробак савецкага інжынера. І параілі капаць ямы за 15 метраў ад хат. Для хованкі. Хтосьці капаў, а хтосьці купіў на дамавінныя грошы гарэлкі і лёг на подлогу проста ў хаце. Наш батальон, первый мотострелковый, который был на правом фланге нашего полка, проходил буквально рядом. Видно было все, что случилось в эпицентре после того, как бомба атомная сделала свое дело. Я считаю, что бессмысленное было это то, что нас на следующий день привезли в эпицентр. Зачем, спрашивается? Там же все уже было, смотришь, 40 рентген, 60 рентген, 50 рентген, таблицы стоят. А что нам показывать надо было там? Радиация не ушла ведь оттуда. А в самом эпицентре, когда мы приезжали, мы видели животных. Они были или лежа, или совершенно обгоревшие. Гибель животных на открытой местности отмечена на удалении до 1200 метров. Тяжелые травмы до 1500 метров. Ожоги до 4000 метров. И заболевания лучевой болезнью до 1800 метров. Там очень много было оленей. Их оттуда, эти лесничие, всех оттуда выгнали с этого района. Но я сам вот видел своими глазами, как один олень стоял, вот такой вот олень стоял, и у него прям вот, когда там, у него прям с глаз все текло, это, понимаете, глаза какой-то... Ну вот он, от меня он был примерно, ну метров, наверное, 10, наверное, так вот. Я мимо него проезжал на танке. Потом подошли вот химики, предложили искупаться, водоем был рядом специально, но сил у нас не было. Какое-то было безразличие такое. Нас едва подняли после того, как мы обмели свои бронетранспортеры и сами метелочками себе, значит, обмели, улеглись. Мы не хотели, сколько мы лежали, но во всяком случае 30-35, где-то около 40 минут, пока там собралось начальство во главе с большими чинами. Ведь Курчатов ты здесь же был, когда он приехал и сказал: «Эка, батенька-то мой, что ты тут наделала?» В результате атомного взрыва боевая техника и вооружение получили различные повреждения от ударной волны. Была команда, значит, посадка, вытянуть колонну, но водители не могли управлять бронетранспортерами. Это была беда. Они, значит, садились, начинали ехать, потом останавливали. И начальство проезжали мимо на газиках, говорили: если трудно, останавливайтесь, если не можете, останавливайтесь. Колонны как таковой не было. Дозоры установили, что уровни радиации в районе эпицентра через 1 час после взрыва достигали 50 рентген в час. Данные радиационной разведки позволили сделать вывод, что наступление войск через район атомного взрыва с применением средств защиты возможно. Мы изучали инкорпорацию меньших доз применительно к цезию и других агентов в организм человека и получили эффекты, которые нас, в общем-то, встревожили очень сильно. Конечно, последствия такого рода воздействия
при том, что там находились значительное количество людей, несомненно, есть. И это не только генетические последствия, это последствия непосредственно на само состояние внутренних органов, на состояние жизненно важных систем тех людей, в организм которых проникли радиоактивные излучения. Танки выдвинули подальше от расположения, ближе к лесу, и проводили вытряхание и чистку, обметали все. И все эти ящики от боеприпасов, от всего, ничего там не бросили. В нашем полку, в частности. Все привезли в Брест. Говорят, давайте списывать все. За счет ЗРИ начали списывать все. Антенны списали, ЗИП моторный. Ну, все, что на танке сверху лежало, все это списали, привезли в Брест. Никто же ничего не знал. А вот, допустим, такие старшины рота, некоторые там есть свои-то ящиков там со всякими инструментами, они что же привезли все в Брест. Понимаете? И может даже и то, что там, может, получили там сколько радиации, а потом на месте в Бресте получили сколько еще от того, что набрали, не подумавши ничего. Пасля вяртання ў Берасці салдат атамнага палка неадкладна дэмабілізавалі, каб хваробы, выкліканыя радыяцыяй, не псовали военную статистику. Все офицеры в течение года были заменены. Кто убыл в Германию, кто на Дальний Восток, кто на юг, кто на север. Очень шло много писем от тех солдат, вернее, от врачей тех солдат, которые прибыли домой и, видимо, заболели, а врачи все время письма шли. Сообщите, какой болезни, какое лечение, значит, принималось такому-то, такому-то, такому-то. То, что учение оправдано было, обучение, о жертвах мы никто не знали ничего. А то, что надо было провести эти учения, это да. Потому что, ведь смотрите, как американцы себя вели. Урад США и Пентагон провели ў Невадзе сакрэтнае выпрабаванне ядзернай зброі з удзелам людзей. Іх удзельнікі пасля падалі ў суд і атрымалі шматмільённыя грашовыя кампенсацыі. Нашыя гвардейцы змушаныя былі ўсё яшчэ захоўваць маўчанне. Это было преступление против своих граждан. Еще раз повторяю об этом. Это было преступление. Хотя, видимо, в то время, в период Холодной войны, и надо было сам провести такие учения, но не с такими жертвами. Мы не знаем, сколько людей у нас погибло. Я знаю, что было в Брестской дивизии всего организовано 46 500 человек. Это я знаю, цифру эту. А всего было, как вот тоже мне так сказал мой там начпрод, сказал, у нас сказал, что я говорю, вот там человек, я говорю, 1050. Он, нет, 52 250 человек. Откуда ты знаешь? А по суточной ведомости ты знал. Па заканчэнні тэрміну маўчання ветэраны 43-го берасцейскага палка вырашылі звярнуцца ў штаб заходніх войскаў у горадні. Але вайсковыя чыноўнікі не знайшлі ў сваіх дакументах сведчанняў пра грандыёзныя вучэнні, якія праводзіліся на атамным палігоне ў Тоцку. Больш за 40 гадоў спатрэбілася дзяржаве, каб узгадаць. Так, вучэнні сапраўды былі. Берасцейскіх гвардзейцаў прыраўнялі да ліквідатараў чарнобыльскай аварыі. Большасці ахвяраў тоцкага выбуху да таго часу ўжо не было ў жывых. Ці ведаў Курчатаў, што на выпрабаваннях ядзернага шчыта айчыны скарыстаюць жывых людзей? Леў Феакцістаў, Александр Кумзін, Мікалай Навіцкі, Барыс Хазановскі і яшчэ 45 000 такіх жа, як яны. У 95-м годзе камітэт адмысловай рызыкі, заснаваны ветэранамі берасцейскага атамнага палка, здолеў адшукаць каля 1000 жывых удзельнікаў тоцкіх вучэнняў. Вот вы говорите, а у меня холодок идет по всему телу. Мне просто сейчас, я не могу сказать, мне неприятен такой разговор, потому что правительство всегда как-то у нас было в почете. Мы никогда не могли подумать о том, что мы или нас поставят в такие условия. И это, тяжесть на сердце вот осталась. Это не только у меня, это и у тех, которых сейчас нет с нами.